С 1 февраля в квитанции по оплате коммунальных услуг появится новая строка оплаты «Сбор на утилизацию ртуть содержащих ламп». К ним относятся лампы дневного света и так называемые энергосберегающие лампы. Департамент экономики окружной администрации установил сумму сбора в размере 28 копеек на квадратный метр жилья с учетом НДС. В отделе экологии и обращения с отходами службы эксплуатации городского хозяйства нам прокомментировали порядок приема отработанных ламп у населения. Каждая управляющая компания на своем этапе она должна организовать этот специализированный пункт сбора, организовать, и, собственно, за этим пунктом должен быть закреплен определенный специалист, который обязан вести учет. Для организации первичного сбора ламп управляющим компаниям и ТСЖ необходимо установить специальный контейнер для хранения ртуть содержащих приборов и в течение 3 месяцев сдавать собранные отходы специализированным организациям. На сегодняшнее время в Якутске есть одна лицензированная компания по приему и утилизации экологически опасных материалов и 2 имеющие разрешение на их прием. Взаимодействие с организациями устанавливается следующим образом. Мы работаем чисто по факту. Сколько ламп сдали, столько и платит организация. Вначале мы заключаем договор с организацией. Желание, конечно, изъявляет организация. Заключается договор, к договору идет форма заявки. Организация делает заявки, и на основании заявки выставляется счет. Счет оплачивается. Если организация просит, чтобы мы приехали и собрали отходы, мы приезжаем, собираем. А если сами хотят они сэкономить деньги, да, таким образом, они могут привезти свои отходы к нам на базу. При этом нужно учитывать, что вновь введенная статья предусматривает сбор и утилизацию только ртуть содержащих ламп. Таким образом, градусники и иные приборы под нее не подпадают. Их придется сдавать самостоятельно в специализированной организации. В Департаменте экономики и окружной администрации отметили, что установленная сумма сбора выведена из расчета, что энергосберегающими лампами пока пользуются только 30% горожан. После получения более точных статистических данных тариф будет пересмотрен.